Салом алейкум дӯстони азиз, мактаби Оксфорд бунёд шуда истодааст. Мана аз рафти сохмон тамошо кунед. Худо хоҳад то моҳи сентябре кушода мешавад. Марҳамат, дохил шудан ба ҳаракат кунед фарзандони худро. Салам алейкум, уважаемые наши друзья! В Худжанде активно идет строительство школы, которая обещает стать мирового уровня. Ее открытие запланировано уже на 1 сентября 2021 года. Инвестирует данный проект известный таджикский миллионер и бизнес-тренер Саидмурод Давлатов. Он-то нам и рассказал все подробности. Саидмурод Давлатов более 20 лет проводит различные бизнес-тренинги и семинары в сфере образования. В рамках деловых поездок он неоднократно посещал школу Оксфорд в Бишкеке, Кыргызстан, и заметил, что уровень знания и воспитания учащихся разительно отличается от уровня таджикских школьников. Саидмурод Давлатов: я давно обдумывал создание такой образовательной программы, которая бы полностью соответствовала международному уровню, говорит он. Много раз я открывал свой бизнес в Сагдийской области и понял, что уровень квалификации кадров не всегда соответствует моим требованиям, а значит, его следует массово поднимать. Поэтому я решил создать в Худжанде такую школу, выпускники которой имели бы возможность поступить в высшие вузы Европы и Америки. Я за то, чтобы таджикский народ был готов к будущему, и для этого пересмотрел различные программы обучения иностранных престижных школ. Оксфордская программа понравилась мне больше всего. Это бренд, статус и качество. Саидмурод Давлатов строит Оксфорд на собственные средства. В целом на учебное заведение будет потрачено более $3 миллионов. Он хочет, чтобы все было на высшем уровне. Каждая самая незначительная, казалось бы, мелочь. Элитная мебель, например, была заказана из Турции, которую лично доставили и установили опытные турецкие мастера. Саидмурод Давлатов говорит, что он человек практичный и готов заплатить большие деньги за качество, лишь бы все прослужило долго и обошлось без скорого ремонта. Не филиал, но бренд школа Оксфорд в Худжанде не станет филиалом именитой лондонской школы. Однако все стандарты и методики обучения, уверяет Давлатов, будут ей полностью соответствовать. Лицензия на открытие должна быть получена в Таджикистане. На ее основании Саидмурод Давлатов получает аккредитацию школ Великобритании и Америки, чтобы учебная программа была на столь же высоком уровне и котировалась за границей. Люди, обучившиеся здесь, говорит бизнесмен, смогут получить диплом, который будет признан во всем мире. У Давлатова имеется договор, по которому он обязуется не вмешиваться в дела образования и появляться в учебном заведении не чаще 1 раза в год. Также он не имеет права устраивать кого бы то ни было на работу, будь то родственник или близкий друг. По признанию бизнесмена, он заинтересован в высокой квалификации кадров, чтобы учащиеся его школы получили статусное и элитное образование, признанное за рубежом. В первый год в школе будет 2 группы учащихся: с 1 по 7 класс – русскоязычная и с 1 по 7 – англоязычная группы. Со 2 группой учащихся будут работать преподаватели за границей, которым Саидмурод Давлатов обеспечит проживание рядом с рабочим местом. В будущем, по его словам, планируется вести для обеих групп 11-классовую систему образования. Особая программа обучения и подбор кадров. Когда Саидмурод Давлатов получал аккредитацию, он заплатил круглую сумму за то, чтобы программа обучения и подбор кадров проводилась по лондонскому регламенту. Именитая школа не только дала свою методику, но и активно занимается вопросами касательно персонала и образования в худжандском Оксфорде. У Саидмурода Раджабова есть иностранный партнер Мухаммад Шафик, который на сегодня создал уже 3 оксфордские школы в разных государствах и имеет огромный план работы. Я не хочу заниматься подбором преподавателей, ведь мои претенденты могут не подойти по заданному уровню, поясняет Давлатов. А Мухаммад Шафик – это опытный специалист, он и будет заниматься этими вопросами. Все преподаватели будут англоязычными для английской группы, а русскоязычную группу учащихся будут обучать, наверное, местные преподаватели, хорошо знающие язык. Возможно, Мухаммад решит пригласить учителей из России. Открытие школы Оксфорд запланировано на 1 сентября этого года, и в настоящий момент активно проводится прием детей. Объект это юбилейный, и его открытие будет приурочено к 30-летию независимости Таджикистана. Чтобы успеть к сроку, в строительстве задействовано 3 бригады, которые работают даже по ночам.
«Я рад и горд, что смогу внести свой вклад в развитие родного Таджикистана», говорит бизнесмен. 1/5 одаренные дети смогут обучаться бесплатно, если сравнивать стоимость обучения с душанбинским Кембриджем от 7 до 9 тысяч долларов в год, то в Оксфорде она будет предположительно ниже. Приезжие иностранные преподаватели будут обеспечены всем необходимым, и их приезд будет оплачен. Временно их расселят в близлежащих домах, а через год планируется построить общежитие, как для преподавателей, так и для учеников. Таким образом, обучаться в Оксфорде смогут дети даже из самых отдаленных уголков страны. Я создаю школу для тех детей, кто реально готов добиться успеха и приложит к этому массу усилий. Если я сам замечу их талант и усердие, то готов лично оплачивать обучение из своего кармана. Мне нужны талантливые люди, мечтатели, готовые смело двигаться к поставленной цели. Я верю, что бездарных людей не бывает, просто есть люди, не нашедшие себя. Если наши дети будут получать образование мирового уровня, можно быть спокойным за будущее нашей Родины, говорит он. В Оксфордской школе одаренным и способным детям, стремящимся к получению знаний, будет предоставлена возможность обучаться бесплатно. Ведь у многих талантливых детей родители просто не способны оплатить дорогостоящее образование. Вместе с тем, Давлатов убежден, что в этой жизни ничего не должно доставаться даром. Ведь сама жизнь ничего просто так не дает, и за все приходится платить. Мне изначально жизнь ничего не дала, я всего добился сам. И уважаю людей, которые самостоятельно готовы изменить свою жизнь и ее качество, говорит он. Саидурод Давлатов приводит пример, как не позволил собственному сыну бесплатно пройти свой еженедельный курс для владельцев бизнеса. На тот момент мальчик учился в 7 классе, и на его просьбу отец ответил отказом. Курс на тот момент стоил около 13 тысяч долларов. Я сказал: если хочешь пройти мой платный курс, придумай сам, как найти нужную сумму и купить его. 8 лет сын копил деньги, которые родители давали ему на карманные расходы, и вместе с матерью открыл себе счет в банке. Так он накопил определенную, но все же недостаточную сумму и снова попросил меня записать его на курс, пообещав со временем выплатить остаток. Я снова отказал, объяснив, что я смертный человек и не всегда буду рядом. Мои дети должны быть самостоятельными, с умением решать личные и финансовые проблемы. В итоге мой сын собрал нужную сумму и передал бухгалтеру, который в тот же день попытался вернуть их мне. Конечно, я отказался, ведь за все надо платить. Я испытал гордость за то, что у меня такой талантливый и самостоятельный сын. Поэтому он готов помогать только одаренным детям, которые докажут, что достойны обучения в элитной школе. Уважаемые друзья, оставьте свои мнения в комментарии. Нам очень важно ваше мнение. Спасибо вам!